Добрый день. Я, если сказать, как есть, сейчас здесь очутился случайно, потому что я еду вообще-то с миссией от парламента Чеченской Республики в Верховный Совет Дагестана. Но когда здесь встретил одного человека, сказали, что здесь будет митинг, я решил задержаться, послушать и, может, придется выступить. И таким путем мы оказались здесь. Но здесь меня очень обрадовали слова выступивших. Они очень точно, с моей точки зрения, восприняли ввод российских войск на территории Дагестана. Вообще надо сказать ввод войск на территорию Кавказа. Потому что не только в Дагестане сегодня войска. Войска сегодня и в Кабардино-Балкарии, и в Адыгее, и в Черкесии, и в Карачае, и здесь. А вообще-то плотным кольцом становится вокруг Чеченской Республики. Для чего это нужно было? Когда началась эта операция по ликвидации очагов свободы на Кавказе. Эта операция началась не сегодня, не вчера, но последний этап начался в Дагомысе, когда Ельцин и Шеварднадзе встретились под предлогом решения проблемы Южной Осетии, и там же наметили план действий по стабилизации, по их мнению, обстановки на Кавказе. Для этого исторически есть один путь: разделить Кавказ, потом разделить его на сферы влияния Грузии и России, и тем самым большая часть отходит под Россию, остальная часть передается Грузии, и под цементирующим фактором христианского мира вот этого региона проводится раздел. Если вы читали стенограмму встречи от 3 сентября в Москве по абхазскому вопросу, то вы сами увидите, когда Шеварднадзе и Ельцин ссылаются, что обстановка в Абхазии привела чуть ли не к катастрофе в Армении, вот только в Армении они упоминают. Это говорит о том, что они имеют в виду вот христианский фактор, единство христианских народов Кавказа, который должно помогать России, например, держать мусульманское население Кавказа в узде колониального режима. Когда Ельцин говорит, что мы разработали меры, это тоже в стенограмме написано, мы ее напечатали в Кавказском доме, газета здесь такая. Мы разработали меры по разоружению незаконных формирований, по стабилизации обстановки, в том числе, он добавляет, и в Чечне, это ясно, что куда эти войска нацелены. Тут правильно еще сказали то, что эти войска введены, те, что введены в Дагестан, против Дагестана. Потому что Чечня уже обозначила свое место в свободном мире. В Чечне трудно. В Чечне действительно очень много законов не действует, как хотелось бы людям. Очень много тревожных моментов возникает. Но у нас есть одно преимущество перед всем миром на всей территории бывшего Союза, на всей, я говорю, не только на территории бывшей автономии. Мы духом и психологически мы свободны. Эту свободу мы почувствовали после событий, после 19 августа прошлого года, когда мы заявили, что мы не собираемся дальше подвергать будущее своего народа как сказать по-русски, амбициям, то есть зависимость, опасности, которые возникают от амбиций имперских структур России. Потому что
Вы знаете, вот войск осуществлялся не только в России. Года 3 назад было введено патрулирование. Когда вроде Москва забеспокоилась демократическими процессами, они ввели патрулирование войсками на всей территории Советского Союза. Вы помните? Бывшую. Тогда все демократы, все поднялись, и этот указ не стал действовать. То, что Россия сейчас предпринимает, предлог, который она выдумала, это тот же предлог для наведения порядка. Но для наведения порядка вооруженные автоматами и бронетехникой войска не оцепляют никакое государство, не чертят границы между братьями. Если говорить о границах, я знаю, я уверен, даже если сейчас 100 человек здесь заявляют, что это не так, я уверен, что между кавказскими народами никогда не было и не будет границ. Никаких. Даже милиционеры не будут стоять, как пограничники между нашими народами, между нашими государствами, если они возникнут. И наши государства будут служить только для того, чтобы осуществлять административную власть на территориях, чтобы людям легче было осуществлять свои права. А для других целей между Дагестаном и Чечней тем более не будет никакой границы, сколько бы России не хотелось, сколько бы США не хотелось. Не будет. И между Чечней и Кабардой не будет. Между Чечней и Осетией не будет. Я уверен, даже не будет между территорией северокавказских народов и территорией казаков, которые входят тут же в Кавказ. Не будет этой границы. И к этому дело идет. Но империя никогда сама добровольно не отступала от своих амбиций. У империи свободу только вырывали. И Чечня в прошлом году это вырвала, эту свободу. И сейчас, конечно, Чечня платит цену за свободу, платит очень большую цену, но мы готовы заплатить еще большую цену, лишь бы быть свободными. Потому что потому что раз мы чувствуем действительно духовно, действительно психологически свободными, мы осознали, что то, что какие-то преступления, которые творятся в чеченском государстве, это дело, с которым мы справимся. Но мы с этими беспорядками ни с чем не справимся, если не будет свободного чеченского государства. И Дагестан не справится со своими проблемами, если не будет свободный Дагестан. Кавказ не справится. И если так подходить по-большому, то ни один народ Северного Кавказа не справится со своими проблемами, если весь Кавказ не будет свободным. А для того, чтобы сегодня мирным путем начертанным декларациям ООН и других международных организаций прийти к свободе какого-то народа, необходимо добиться, чтобы на территории этого народа не присутствовало ни одного солдата. Сегодня эта проблема стоит перед Кавказа. Для того, чтобы стабильность была в Дагестане, то здесь не должен быть ни один русский солдат. Ни один русский солдат. На Кавказе не должен быть ни один русский солдат. Тогда дагестанцы и командирцы, и действительно все смогут путем демократических реформ, путем демократического волеизъявления решать свои политические проблемы. Но Россия знает, если сегодня Дагестан, Кабарда, Осетия, Адыгея, Черкесия, все другие народы Кавказа будут представлены свободному волеизъявлению этих народов, то они решат пользу независимости каждого народа и даже пользу независимого единого Кавказа. Вот для чего введены войска. Даже главное не в том, готовятся ли туда какой-нибудь в свободной Чечне, хотя сегодня в Чечне решается кавказский вопрос. А главное то, что они уже
своим присутствием разделили, расчленили единое кавказское самосознание. Вот это вот этим вопросом этого исходить этого. Мы знаем, кто развязал братоубийственную войну в Карабахе. А потом мы знаем, я говорю о наиболее близких нам, мы знаем, кто развязал, например, конфликт в Абхазии. Никогда Грузия не посмела бы шевельнуться против Абхазии, если не получилось добро России. И это добро будет дано любой реакционной силе против любого свободолюбивого народа Кавказа. Против любого. И мы сегодня, чеченцы, горды, хотя у нас есть жертвы, что чеченцы воюют за свободу Абхазии. Потому что только таким путем, только такими действиями, только действенным единством, только действенной помощью мы можем освободить весь наш Кавказ. Я думаю, что чеченские парни и парни других народов, дагестанские парни, адыгские, черчесские, кабардинские парни, осетины, которые воюют в Абхазии, воюют за ту же свободу Грузии. Потому что, если вы вспомните, по Георгиевскому трактату, говорят, Грузия подписала договор с Россией о союзничестве, то через очень короткий миг времени этот договор превратился в камлу. И Грузия стала просто колониальным придатком России. Это было 200 лет назад. Сегодня, через 200 лет, Шеварднадзе продал Грузию второй раз, когда воля судьбы грузинскому народу вернулась быть независимым государством. Невозможно быть независимым государством, если посягаешь на свободу соседа. Тем более невозможно быть независимым государством, если ты посягаешь на свободу соседа, меньшего, малочисленного, и притом опираешься на самую, как сказать, на самую непримиримую в своем духе империю. Потому что вот история России показала, что имперский характер России просто демократическими призывами никогда не может быть обуздан. Для этого нужны только решительные действия тех, кто хочет быть независимым. Тех, кто хочет быть независимым. А кто хочет быть действительно в составе, подразумевая себя в составе, быть под сапогом России или кого-то другого, для него, конечно, и войска, которые вела Россия, это благо, и кусок, которым Россия попрекает, это наш кусок хлеба, который мы здесь производим, она попрекает нас этим куском хлеба, это тоже благо. От этого раб никогда не повернется. Свободному человеку, конечно, такой кусок хлеба – это ком в горле, от которого он может освободиться только сбросив политическое иго империи. Я почему так пространно говорю, хотя я знаю, что вы все это понимаете, вы все это прекрасно осознаете. Я хочу сказать, что сегодня мы, кавказцы, как бы мы ни говорили о единстве, очень по-разному смотрим все-таки на будущее наших народов и на будущее Кавказа. Мы все-таки, говоря о единстве, оглядываемся, а как все-таки этот сосед хочет у меня оттяпать какой-то кусочек земли или чего-то. Мы, даже когда говорим, нет, мы за единый Кавказ, мы все равно, придя домой, нам кто-то все равно подсказывает, нет, все-таки вот этот народ кавказский, говоря нам о единстве, пытается притворить свои какие-то тайные планы и замыслы. Нам это говорят, нам это внушают. Нам внушают это и агенты действительно империи, внушают и наши недальновидные наши братья, которые привыкли и которым очень удобно жить под сапогом России, под кнутом, потому что под кнутом не надо думать, потому что под кнутом надо выполнять только, что тебе сказали,
И если тем более тебе сытно хотя бы относительно кормят, то отпадают очень многие проблемы. Вот. Поэтому мы все-таки с опаской смотримся. Но я уверен, тем более мы это осознали психологически и даже философски момента достижения независимости Чечни, как только мы действительно стали, каждый народ станет хозяином на своей земле, весь Кавказ по-другому посмотрит на все проблемы. И на Ингушско-Осетинскую, и на Кабардино-Балкарскую, и на Карачаево-Черкесскую, и на Дагестано-Амурскую. Но любую проблему мы посмотрим по-другому, свободными людьми. И мы осознаем, что для Кавказа нет межнациональных проблем. Аллах Акбар! Для Кавказа не могут быть межнациональные проблемы. Посмотрите в год истории и проанализируйте. Нет таких проблем. Нам эти проблемы создавали. И вот когда мы действительно за 3 года после создания Ассамблеи горских народов Кавказа начали сближаться, начали действенно воплощать принципы единства в жизнь, тогда нам начали выдумывать новые проблемы. Нам начали их создавать, нам начали нагнетать обстановку. Я еще, возвращаясь к Чеченской республике, скажу, да, в Чечне очень трудно. Но мы тут опровергли этот тезис, что оттуда идут, отсюда грабят туда, что отсюда идут, грабят оттуда. Нет, не грабят, ничего. Это естественный обмен происходит. И так должно быть на Кавказе. Тот, кто грабит, мы его должны остановить сами. Сами, и милиция наша, и другие правоохранительные органы. У нас нет кордонов в таком правоохранительной системе. Но у нас одна проблема. Вот в Чечне самый дешевый хлеб. Там 70 с чем-то копеек бумажка хлеба. Мы знаем, что весь этот год, как мы держим цены, этот хлеб растекается по Кавказу. Но мы тем не менее держим этот хлеб. Почему держим? Чтобы по силе возможности не своих граждан обеспечить. И если там со стороны пришел тот, кому трудно, чтобы он тоже получил с этого хлеба. Потому что единство Кавказа воспитывается не кордонами, а действительно снятие всех барьеров между нами. Еще одно. Нам трудно в реализации власти в свободной Чечне. Почему? Потому что в Чечне до избрания 27 октября прошлого года законного свободного президента и парламента не было опыта государственного управления независимым государством. И в Дагестане сегодня нет опыта, нет ни одного человека, который сегодня смог бы управлять независимым Дагестана. Этому вам тоже придется учиться, когда вы достигнете независимости. Почему? Потому что власть, существующая сегодня в Дагестане, это не власть какого-то государства, это власть местного самоуправления Российской империи, не больше. Вот в чем кроется причина всех наших трудностей управления государством. Мы наживаем опыт управления независимым государством, и нам это выпало первым сделать. И вам тоже придется наживать свой опыт. Но если два независимых государства будут, Чечня, Дагестан, тем более если Кабарда и другие, то мы совместно очень просто решим эту проблему. Тогда нам будет легче. Но тем не менее, я говорю, вас ожидает, любой свободный народ ожидает обретение своим трудом опыта собственного управления своим государством. И тогда появляются многие проблемы, на которых спекулирует империя, на которых спекулирует так называемая оппозиция. Я еще вам скажу, печать в Чечне самая свободная. Вы почитайте газеты, так называемые «Справедливость», «Импульс», «Эхо Чечни», «Республика», даже парламентскую газету «Голос Чеченской Республики», правительственную газету «Ичкерия» и другие газеты. Там люди пишут, что хотят. Хотя я не одобряю, что пишут, что хотят. Но мы никаких мер, никаких ограничений не принимаем. Мы издали закон о печати и позволили людям свободно выражать свое мнение. И идет это сегодня на благо, потому что люди начинают понимать, кто почем бы не кричал,
о чем бы, например, не писал импульс, или так называемая справедливость, или республика, как бы они нас не поливали грязью, но народ уже начинает учиться распознавать и провокаторов, и политиканов, и российских агентов, которые работают с лица массовой информации. Вот, короче, народ живет конечно, не выдаю. Много проблем, но народ живет свободно. И они знают, что действительно у нас, например, религия действительно свободна. Например, Чечения действительно свободен. Свободен любой гражданин Чеченской республики. И решение тоже теперь главная проблема. Как нам закрепить эту свободу и как решить экономические проблемы. Психологически мы свободны. Я желаю народу Дагестана, едином его понимании, народу Дагестана, осознать момент своей свободы и в этот момент истины существования дагестанского народа на этой земле под Таврахом. Осознать этот момент и взяться единой землей, единой силой за осуществление своей свободы. Я желаю Кавказу свободы. И за эту свободу мы должны сказать: Аллаху Акбар!